В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Упрочнение льда якутских автозимников и запуск малого космического спутника. Министерство образования региона и Бауманский университет договорились о сотрудничестве. С авиакомпании «Якутия» снято ограничения на эксплуатацию «Боингов». Внеплановые проверки начались после выкатывания самолета «Боинг-737» в аэропорту Внуково. А в день памяти Александра Пушкина мои нерюнгринские коллеги узнали уникальные факты о том роковом дне. В столице республики произошел пожар, в огне погибли 2 человека. Сегодня сотрудники Министерства иностранных дел России в очередной раз отмечают свой профессиональный праздник – День дипломатического работника. В Ленске стартовала очередная, на этот раз зимняя неделя добра. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев в селе Верхневилюйск посетил новое здание филиала «Якутлесресурс», построенное за счет внебюджетных источников Улуса. Глава региона отметил, что в прошлом году в ходе совещания с Владимиром Путиным в режиме видеоконференции он рассказал президенту о диспропорции в финансировании многолесных и особо горимых регионов на тушение лесных пожаров. Со стороны президента была получена поддержка. Владимир Путин поручил федеральным органам власти пересмотреть методику распределения средств, выделяемых из федерального бюджета на тушение лесных пожаров. Благодаря этому решению в этом году из федерального бюджета направлены средства на приобретение специализированной техники для тушения лесных пожаров. Техника будет направлена районам республики, в том числе такую технику получит и Верхневилюйский филиал «Якутлесресурс». Более того, в этом году мы получаем достаточно большое количество новой техники, которая выделяется благодаря решениям президента страны Владимира Владимировича Путина. В прошлом году я обращался к нему прямо на видеоконференции с просьбой помочь региону. И в этом году деньги через федеральный бюджет уже поступают опережающим характером. И сегодня техника, например, уже также будет и в Верхневилюйский филиал поступать. Уверен, что это поможет нам справиться с теми пожарами, лесными пожарами, которых у нас, к сожалению, в последние годы много. А в селе Хары-Аллах Верхневилюйского Улуса сегодня состоялось торжественное открытие нового двухэтажного здания спортивного зала, построенного в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке». С радостным событием жителей села поздравил Илдархан Айсен Николаев. Он отметил, что новый объект стал 1141-м в республике, возведенным в рамках движения добрых дел. Это показывает инициативность людей и их ответственность за развитие своих населенных пунктов. Глава республики подарил наследнику сертификат на приобретение спортивного инвентаря. Глава муниципального района Владимир Паскачин, поздравляя жителей Наслега, отметил значимость открытия спортивного зала в день рождения Улуса и высокое качество объекта. Пожелал новых достижений в спорте, новых имен, которые прославят Улус и республику на соревнованиях самого высокого уровня. Ну и самое главное, то, что он построен силами местных трудовых ресурсов. Ни одного человека извне района, даже извне из других стран, как обычно мигранты приезжают, на строительстве этого объекта не было. Это очень хороший пример, потому что я и в своем послании про это говорил. Мы выделяем 1 миллиард рублей на такие движения, так как движение добрых дел, общественных инициатив. Но, к сожалению, значительная часть, до 70% порой, так этих средств уходит не то что даже в другие регионы, уходят за пределы нашей страны. Накануне в Москве Минобрнауки Якутии и МГТУ имени Баумана обсудили совместную работу. В рамках сотрудничества планируется реализация проекта по упрочнению льда якутских автозимников и даже запуск малого космического спутника. О технологиях и новых возможностях в материале моей коллеги Айсены Бурнашовой. Новое время диктует и новый взгляд на научные подходы. Так, применение химических присадок и обработанных базальтовых волокон может стать прорывной технологией в области строительства автозимников. По мнению бауманских разработчиков, такая комбинация увеличит прочность льда в 10 раз. Он станет менее скользким и сможет буквально самозалечиваться, затягивать трещины. Базальт – это природный минерал. Что касается модифицирующих химических присадок, то это в основном используется в медицине, например, при создании искусственных суставов. Они безвредны. На эту тему у нас есть соответствующее заключение. Начнем сейчас формировать общие команды
с привлечением специалистов из Якутии и из Бауманки. Дальше мы определимся о прикладных задачах, которые будем конкретно исследовать, о сроках проведения натурных испытаний на территории Якутии, либо на территории здесь университета. Большой интерес также был проявлен и к космической программе. В 2020 году университет имени Баумана успешно запустил спутник Ярила. Собранный руками студентов, аппарат проводит мониторинг космической погоды и исследования Солнца. В апреле следующего года планируется запуск уже второго спутника. Вместе с бауманцами свой шаг во Вселенную смогут сделать и якутские студенты. Нам необходимо договориться о том, чтобы наши студенты Северо-Восточного федерального университета проходили некое обучение на базе Бауманки. В том числе участвовали в лабораторных исследованиях, экспериментах, которые проводит университет. Микроспутник, так называемый, то есть спутник совершенно малого класса, туда можно было бы заложить задачи именно актуальные для Республики Саха. И элементы передачи данных, мониторинга ледовой обстановки, может быть, предотвращение чрезвычайных ситуаций как раз на автозимниках. Взаимодействие МГТУ имени Баумана и Якутии позволит науке и образованию развиваться, а арктическому набору технологий качественно улучшить жизнь людей на севере. Геологоразведка с применением цифры, изучение подводного мира с помощью робототехники. Об этих проектах сегодня также шла речь. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Грузоподъемность увеличили до 30 тонн на 2 участках автодороги «Арктика». В республике сообщила пресс-служба Минтранса региона. С 10 февраля разрешено движение транспортных средств с общей массой до 30 тонн с минимальной дистанцией 70 метров, говорится в сообщении. Это касается участков с 1514 километра автодороги до села Походск в Нижнеколымском районе, а также участка между поселками Андрюшкино и Черский. В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки, свою деятельность представила кафедра пищевых технологий и индустрии питания Арктического государственного университета. Студенты ведут исследовательскую деятельность по 2 направлениям, одним из которых является разработка молочной продукции. Виктория Федорова продолжит. Студенты и преподаватели кафедры пищевых технологий и индустрии питания разрабатывают методы и приемы, направленные на сохранение и улучшение качества молочной продукции. В настоящее время кафедра сотрудничает со многими ведущими сельхозпотребительскими кооперативами республики. Разрабатываем технологии, которые позволяют решить предприятиям их какие-то насущные проблемы и расширить ассортимент. Конечно, главная задача любого производителя – спрос на рынке и узнаваемость среди потребителей. Всегда во всех научных изысканиях, во всех работах в первую очередь, конечно, нужно решать проблемы, которые проблемы потребительского спроса, да, потому что если продукция не будет востребована у потребителей, да, то она, значит, никому и не нужна. Это один из кисломолочных продуктов, который производится здесь, совместно с одним из местных СКПК. По мнению Туяны Нембуевны, потребление молочных продуктов может быть ежедневным, но при этом особое внимание нужно уделить качеству выбираемого продукта. Большой удельный вес в разработке вот этих вот наших продуктов занимают продукты именно биотического направления. Значит, это продукты, которые способствуют нормализации микрофлоры человека, да, и способствуют повышению его иммунитета. Новые биотехнологии успели зарекомендовать себя на местном рынке. Сегодня производители молочки сами предлагают ученым сотрудничество. И кафедра начинает продумывать новые разработки, уже исходя из поступивших заявок. Похвально, что во всем процессе активно принимают участие и будущие технологи, студенты и магистры. Виктория Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. С авиакомпании «Якутия» сняли ограничения на выполнение полетов. Напомню, их наложили после запрета Ространснадзора на эксплуатацию 4 самолетов Boeing 737. Об этом сообщил генеральный директор компании Владимир Горбунов. По его словам, все возникшие вопросы в отношении эксплуатируемых самолетов тщательно изучены и проанализированы. Компания устранила замечания, указанные в предписании. На данный момент ограничения выполнения полетов сняты. Рейсы выполняются по расписанию. Напомню, что ведомство
13 января проводила внеплановую проверку по факту выкатывания самолета Boeing 737 в аэропорту Внуково. В ходе нее проверяющие установили грубейшие нарушения технической эксплуатации воздушных судов, невыполнение норм безопасности полетов при поддержании летной годности. Сегодня ранним утром в городе Якутске на улице 50 лет Советской Армии произошел трагический пожар. Уже через 4 минуты после сообщения пожарные были на месте, где горела одна из квартир второго этажа. Из горящего дома было эвакуировано 30 человек, 5 из них – дети. В результате пожара погибли 2 человека. Все подробности в материале далее. Жертвами трагических обстоятельств стали женщина 39-го года рождения и мужчина 56-го. Погибшие находились в той квартире, откуда и началось возгорание. Причины пожара устанавливаются. Пожар начался именно с этой квартиры. Именно здесь было обнаружено тело человека. Охватив эту квартиру, пожар в считанные секунды охватил буквально весь этаж и перебрался в соседнюю квартиру. Глядя на обугленные стены, сразу становится понятно, что дом восстановлению не подлежит. На трагически погибшего жителя неоднократно поступали жалобы. Установлено, что только за прошлый год Управой промышленного округа на него было составлено порядка 17 административных протоколов. И с начала этого года на мужчину уже было составлено 2 протокола по той же статье «Нарушение тишины и покоя». Этим утром соседи погибшего Сергей и его семья, которые проживали этажом ниже, лишь чудом остались живы. Я очнулся от грохота, от шума, я лежу, получается, в зале, да, и они, получается, надо мной, 6-я квартира. От грохота, от бойни какой-то, и почувствовал запах гари в коридоре. И там и больше начали кричать, что пожар, пожар, пожар. И я давай обратно возвращаюсь в зал и кричу: быстро вставайте, соскакивайте, пожар, пожар в квартире, пожар, пошел везде по всему дому. Все, слава богу, остались живы, мы выбежали. Ребенок у меня 10 лет, вообще без тапочек, без ничего, голыми ногами выбежал на улицу. Жена у меня взяла ребенка, получается, укутала его в одеяло. Без ничего, он спал без ничего. И укутала просто его в одеяло. И тоже с ним выбежала. Сегодня в управлении промышленного округа прошло собрание с погорельцами. Вот только явились собственники всего лишь 2 квартир. С остальными жителями встретиться в течение недели. Для дальнейших вопросов и координации действий была создана WhatsApp-группа. Также дополнительно жителям разъяснили порядок предоставления материальной помощи и маневренного фонда. Мы сразу же, конечно, оперативно сейчас решаем вопрос с жителями по предоставлению маневренного фонда. Также решается вопрос по признанию этого дома аварийным, чтобы данные жители впоследствии имели возможность включения в программу переселения ветхого аварийного жилого фонда. В данное время тепловой контур здания восстановлен, электричество отключено, все жители временно расселены по родственникам. Управление промышленного округа предлагает признать дом аварийным. В свою очередь, департамент жилищных отношений готов взять на себя оплату технического заключения. Напомню, с начала недели это уже 2-й пожар, который уносит жизни людей, и каждый раз горят деревянные двухэтажки, а люди остаются без крыши над головой. Алексей Лукьяненко, Павел Пахомов, Якутск. На 10 февраля в республике выявлен 81 новый случай новой коронавирусной инфекции, в том числе Якутск – 34 случая, Мирнинский район – 14, Тампонский – 12, Алданский, Нерингринский районы по 5 случаев. В Ленском районе 3 заболевших, в Эмиконском – 2. Алаиховский, Верхоянский, Вилюйский, Намский, Нижнеколымский, Хангаласский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2237 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 937 867 тестов. На 10 февраля получили первую вакцинацию против COVID-19 26 374 человека, в том числе за сутки 76 человек. В Мирнинском районе эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной. За февраль в Мирном зарегистрировано 153 новых случая подтвержденных диагнозов COVID-19. Рост происходит на фоне массовых детских заболеваний ОРВИ. Показатели текущей недели немного нормализовались, но общая картина остается прежней. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Морфирины Алексеевой. У 22 воспитанников детских садов района на прошлой неделе диагностировали коронавирусную инфекцию.
Единого очага не обнаружено. Предположительно, рост заболеваемости происходит в связи с сезонным ростом ОРВИ. И чтобы разобраться в ситуации, Республиканское управление Роспотребнадзора решило выделить бесплатную квоту на необходимые исследования, предложив активнее проводить самые актуальные диагностики. На сегодняшний день в Мирном на амбулаторном лечении находится 405 человек, в стационаре 40 пациентов. Как оказалось, в северных поселениях Мирнинского района живет треть населения со всего района. Однако заболеваемость там меньше, чем в Мирном. Очаги коронавирусной инфекции зафиксированы в подъездах жилых домов. Роспотребнадзором республики поручено не забывать проводить дезинфекцию, а также контролировать исполнение нового регламента завоза вахтовых рабочих. Однако главной задачей остается вакцинация населения от COVID-19. 1000 доз первого компонента и 1000 доз второго компонента. Сейчас вакцинация идет вторым компонентом. То есть мы планируем до конца этой недели завершить вакцинацию этой 1000 доз вторым компонентом. Привили приоритетные группы. Это работники здравоохранения, социальных служб, коммунальных служб, энергетиков и УВД. В отношении побочных реакций вакцины, значит, это местная болезненность в месте введения и есть несколько случаев зарегистрированных побочных общих явлений. Это повышение температуры кратковременной в течение суток, мышечные боли, головная боль. Вместе с тем хочу сказать, что вакцинация является единственным способом профилактики этого грозного инфекционного осложнения. Мирнинский политехнический институт, филиал Северо-Восточного федерального университета, вот мы планово все вакцинируемся. Решилась сразу же, даже сомнений не было, абсолютно сразу же в первых рядах и пошла. На вакцинацию буквально вот как объявили, сразу же и пошли. Ну, ощущения были как после прививки, после гриппа, чуть-чуть там, скажем так, легко, ну, может быть, там повысилась, не повысилась там температура. Одно немножко такое было. И все, а дальше все нормально было. До конца февраля ожидается поступление второй партии вакцины. Все желающие привиться могут записаться в очередь на вакцинацию по номерам 22 902 либо 22 641. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. К другим темам. Читальный зал Национального архива возобновил свою работу. Для посещения нужно записаться заранее по телефону или электронной почте. Также в архиве действуют новые санитарные требования. Если раньше в читальном зале число пользователей превышало 20 человек, сейчас в первой половине дня 6 человек. Такое же количество людей обслуживают сотрудники архива и после 14 часов. А в читальный зал разрешают заходить только при наличии маски, перчаток, бахил или сменной обуви. При выдаче документов и дел тоже появились некоторые ограничения. На руки выдают до 10 единиц хранения. После сдачи документы отправляют в специальный карантинный отдел. Несмотря на некоторые изменения режима, число желающих поработать в читальном зале Национального архива меньше не стало. В основном их интересуют родословная и исторические материалы о Якутии. В настоящее время мы выдаем за один заказ не более 10 дел. Ну, в общем, некоторые документы вот в течение всего прошлого года были доступны удаленно через программу АИС ЛАР архив, доступ, который есть у нас на нашем сайте. И там можно изучать документы по своей родословной. Доставляют из хранилищ, здесь передается посетителям, потом они выдерживают определенное время и обратно возвращаются в хранилище. Сегодня, 10 февраля, отмечается День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мои коллеги с Нерюнгри посетили городскую библиотеку, где сотрудники рассказали уникальные факты о том роковом дне. Ирина Кичигина поделится с нами этой интересной информацией. Александр Пушкин оставил после себя великое наследие. О нем и сегодня знают даже самые маленькие нерюнгринцы. Александр Сергеевич Пушкин. Он пишет книжки «Золотая рыбка». Это русский поэт, который создал русские сказки. Отдавая дань памяти этому великому поэту, в день его гибели в Нерюнгри проходят тематические мероприятия, организуются выставки и звучат стихи. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, в день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. Что пройдет,
то будет мило. В XVIII-XIX веке Александр Пушкин в списках полиции числился как заядлый картежник и дуэлянт. Современники же считают, что он не был злым человеком, он был просто очень вспыльчивым. 29 раз он вызывал соперников на дуэль, но из них состоялось всего 4. Последняя стала для поэта смертельной. В тот день Александр Сергеевич встал рано и был очень в хорошем расположении духа. Он насвистывал, пел, занимался работой. К обеду он собрался, выпил стакан лимонада и поехал на Черную речку. Карета его встретилась с каретой Натальи Николаевны. Но так получилось, что Пушкин смотрел абсолютно в другую сторону, а Наталья Николаевна была близорука и не узнала ни карету, ни собственного мужа. И получилось, что они, в общем-то, фактически кареты встретились, но супруги не увиделись. Сама дуэль состоялась 8 февраля, а умер поэт через 2 дня от потери крови и перитонита. Смертельно раненый, он успел сделать некоторые распоряжения, проститься с женой и благословил своих 4 детей. Воспоминания современников Пушкина очень неоднозначны. На выставках, представленных в Нерюнгринской городской библиотеке, можно найти и мнения критиков, и любовные письма, и, конечно же, бессмертные произведения поэта. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Главный корпус Республиканского краеведческого музея имени Ярославского с 1 марта приостановит работу в связи с предстоящей реставрацией. Отмечается, что экспозиции будут на это время перенесены на другие площадки музея. Сейчас идет поиск подходящих по условиям площадей для размещения основной экспозиции, чтобы она не переставала работать для посетителей. По предварительной оценке, для проектирования работ понадобится порядка 12 миллионов рублей. Здание Якутского Республиканского краеведческого музея имени Емельяна Ярославского находится в перечне объектов культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1924 году. Сегодня сотрудники Министерства иностранных дел России в очередной раз отмечают свой профессиональный праздник – День дипломатического работника. Этот день чтят в посольствах, генеральных консульствах, представительствах России при международных организациях за рубежом. Праздник дипломатов также отмечают в территориальных органах Министерства иностранных дел в 37 субъектах страны, которые обеспечивают в регионе своей деятельностью координирующую роль в проведении единой внешнеполитической линии России. В честь этого события в Якутске чествовали ветеранов дипломатической службы, которые внесли весомый вклад в развитие международной и внешнеэкономической деятельности республики. В этом году мы решили чествовать ветеранов международных и внешнеэкономических связей республики, которые как раз несли весомый вклад в развитие и укрепление международной связи нашей республики. Ну и, конечно, поздравляем и чествуем наших земляков, якутян, которые работают в центральном аппарате Министерства иностранных дел Российской Федерации, работают в загранучреждениях России, в иностранных государствах. В Ленске вновь стартовала неделя добра. На этот раз зимняя. Она проходит каждый сезон. Участники расписали каждый свой день. С чего началась неделя и какие мероприятия уже прошли, смотрите в нашем сюжете далее. В Ленске вновь волонтерское движение организовало мероприятие доброты. Неделя добра проходит на протяжении 5 лет. С каждым годом желающих принять участие становится все больше, и направлений, по которым работают волонтеры, тоже. Нынешняя неделя добра началась с установки в городском парке скворечников. Во вторник волонтеры устроили для горожан День приятных мелочей. Я стараюсь участвовать во всех днях, помогаю по мере возможности, и каждый день делаю, что говорят, что просят. В понедельник не как мы просто видео отправляли, мы его еще до этого сделали. Вчера мы расклеивали объявления по разным уголкам города. Я расклеивала тоже объявления в Мухтуе. А сегодняшний день объявлен Днем памяти Александра Сергеевича Пушкина. Ребята вручали жителям буклеты со стихами писателя. Сегодня День памяти Александра Сергеевича Пушкина, 184 года после его смерти. Вот там был стишок. Спасибо. На четверг намечена акция «Подари книге новую жизнь». Волонтеры подарят книги детям из реабилитационного центра и библиотеки. Самая важная акция пройдет в пятницу. Этот день именно для нашего золотого поколения решили почистить снег одиноким бабушкам и дедушкам. В связи с пандемией, конечно, нам редко приходится с ними встречаться, но тем не менее мы помогаем
так сказать, не контактируя с ними. Подведет итоги недели добра заключительный день. На центральной площади города волонтеры организуют развлекательную программу с участием в зимних играх и эстафетах всех желающих ленчан. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Световые столбы наблюдали жители пригородного поселка Жатай. Очевидец редкого явления написал в Твиттер, что вышел покормить собаку и застыл на полчаса. Камера, конечно же, не передает всей красоты. Световой столб – это визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света. Формируется вокруг Солнца, Луны, городских огней и других ярких источников. Чаще наблюдается в холодное время года. Вы смотрели итоги дня. На этом я с вами прощаюсь. И не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. Дезинфицируйте руки.